حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. Мухалифату лиль хавадис – это один из самых важных атрибутов, что Аллах абсолютно не подобен никому и ничему, своей сущностью, своими сифатами и в своих действиях. Нет ничего подобного Ему. Нет ничего подобного Ему. Он слышащий, видящий. Он выше того, чтобы иметь направление, сторону, части, органы. К Нему не относятся 6 направлений, ни спереди, ни сзади, ни сверху, ни снизу, ни слева, ни справа. Он не описывается этими понятиями, не ограничивается ими. Аллах сотворил время и место. Вопрос, где Аллах, неверный, и нельзя сказать везде, потому что везде это тоже сотворено. Потому что везде тоже заканчивается. Нельзя ограничивать Аллаха, сказав везде, потому что это везде тоже сотворено, и Ему придет конец. Нельзя спрашивать, где Он, потому что где означает место, а Он сам сотворил место. Он не сидит на троне, как говорят некоторые. Аллах выше того, чтобы иметь место. Он не находится в пространстве и времени. Для Него нет времени и места. Он создатель всего этого. Время и место — это характеристика созданных. В Акиде ат-Тахавия говорится: наше понимание не может охватить Всевышнего Аллаха. Он не похож ни на что. И как только мы это поняли, то нам не надо углубляться, спорить с кем-то о каких-то сложных вопросах, о том, как соотносится Его сущность с Его атрибутами и так далее. В судный день не спросят об этом. Спросят: ты совершал свой намаз? Люди занимаются своим ибадатом, сидят в мечети, делают зикр, тасбих, истигфар, учатся, читают Коран. И придет один и говорит: братья, где Аллах? Об этом не спросят в могиле. В могиле спросят: кто твой Господь? Ты признавал Аллаха? Было ли у тебя познание в отношении Аллаха? Какая у тебя религия? Что за человек Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Не спросят, знал ли ты, где Аллах, на троне, на небе и так далее. Не нужно делать фитну из-за этого вопроса. Не нужно говорить об этом, так же, как и не надо обсуждать предопределение.